Здравствуйте, дорогие подписчики! Сегодня мы рассматриваем карту Маг Таро Безумные Луны. Сюжет карты. На сцене фокусник. Его призвание – развлекать публику лунного королевства. Движения его 4 рук завораживают. Одной он подносит к лицу монету, проверяя ее подлинность и номинал. Палец другой обмакивает в бокал с вином для дегустации. Третий размахивает мечом, а 4 победно заносит над головой жезл. За его спиной видны тени зрителей, но фокусник не обращает на них внимания. Слишком уж поглощен своими занятиями. Он воплощает жажду деятельности, неукротимую энергию. Его возможности огромны, но он не умеет их использовать, пытаясь заниматься всем одновременно. Подобно 3-летнему ребенку, он познает мир доступными ему способами, пробуя все на вкус, разрушая и причиняя боль, чтобы посмотреть на реакцию и рассматривая новые предметы. Основное толкование карты. Активность мага хаотична и зачастую бестолкова. Он не преследует никакой определенной цели, кроме эгоистического желания все попробовать и показать себя. Маг всегда старается быть в центре внимания, от чего испытывает восторг ребенка и, словно дитя, кричит: «Посмотри, как я могу!» Если эта карта выпадает на определенную ситуацию. Это период, когда вы хватаетесь за все и пытаетесь везде успеть. Надо пробовать, но не распыляться. Ищите достойное применение своим силам. Маг говорит и о периоде возможностей, когда предложение поступает со всех сторон, и вы действительно не знаете, что выбрать. Этот аркан подобен набору инструментов или ящику фокусника. С ними надо еще научиться управляться и понять, для каких целей они нужны. Ситуация требует инициативы и активности. Характеристика личности по данной карте. Здесь все лежит на поверхности, и не стоит ждать от этого героя слишком многого. Он яркий, но простой, он эгоист, не задумывающийся о смысле жизни. Такие люди часто активно жестикулируют во время разговора. Личность цельная, но довольно примитивная. В ней нет двойного дна, внутреннего конфликта. Человек подчинен простейшим инстинктивным программам. При этом его энтузиазм поистине поражает. Он успевает быть везде, со всеми пообщаться, все попробовать, с ним не заскучаешь. Для мага, как и для всех участников цирковой группы, ярким представителем которой он является, очень хорошо заниматься спортом. Это дисциплинирует и задает вектор направления сил. Отношения и секс по этой карте. Быть рядом с магом весело, но ненадежно. Он всегда предпочтет тихому семейному ужину, поездку с друзьями на шашлыки или ночную велогонку по городу. И вообще, он за любую активность, кроме голодовки. У него нет стратегий и семейных планов, он живет одним днем. Если он женится, то по глупости, и в семье ведет себя точно так же, как в беспечной юности, ни в чем себя не ограничивая. Этот аркан может указывать и просто на отношения с очень молодым человеком, у которого пока нет планов и ветер в голове. Маг проявляет большую сексуальную активность, но до настоящего ловеласа не дотягивает. Обычно в его послужном списке много скоротечных связей, так что определенный опыт у него есть, но удовольствие партнерши его не слишком волнует. Работа и финансы. Работа связана с глупой активностью. В худшем случае это торговец в электричке, который демонстрирует по вагонам свои товары, устраивая мини-шоу. В лучшем случае это талантливый менеджер, способный продать даже снег зимой. Начальнику надо уметь направить активность мага в мирное русло, иначе он может наломать дров.
Деньги зарабатываются, недостаточно легко тратятся. Есть склонность сорить деньгами и пускать пыль в глаза. Девиация по этой карте, то есть какое-то нестандартное поведение. Синдром дефицита внимания. Уже с детства у ребенка проблемы с концентрацией. Он рассеян, забывчив и неусидчив. При нормальном интеллекте это создает сложности с учебой, а потом и с работой, и с социумом. Если эта карта выпадает на карту дня. На рисунке мы видим убывающую луну. Это комфорт для мага. Сейчас он вынужден поумерить свой пыл и более экономно расходует силы, успевая не только начать, но и довести до конца несколько дел. Растущая же луна в маге показывает состояние перегрева. Вы слишком бурно выплескиваете активность, хватаетесь за все и на следующий день поражаетесь, как много всего успели начать. Но где взять силы и время, чтобы это закончить?